Когда в 2007 году в России ввели материнский капитал, планировалось, что программа о господдержке семей после рождения второго, третьего или последующего ребенка продлится до 2016 года. Сначала ее продлили на 2 года, а потом еще на 3, а затем сразу на 5 до 2026. Помимо срока действия программы увеличился размер выплат, расширялся список целей, на которые можно потратить полученные средства. О том, кто в Нерюнгри может претендовать на материнский капитал за первенца, расскажет наш коллега Сергей Козюра, который находится на прямой связи из столицы Южной Якутии. Сергей, приветствую. Тебе слово. Да, Сергей, приветствую тебя. По новым правилам с 1 января 2020 года материнский капитал будут уже выплачивать за первого ребенка. Но помимо этого есть еще и республиканские выплаты. Так вот, в чем они заключаются и сколько семей уже воспользовалось ими по Нерюнгринскому району, мы узнаем у руководителя управления Министерства труда и социального развития по Нерюнгринскому району Черноусовой Натальи Владимировны. Наталья Владимировна, добрый день. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за выплаты и сколько семей уже воспользовалось ими? Ну, дополнительные меры социальной поддержки были введены указом главы республики нашей с 2019 года, а точнее при рождении детей с 1 января 2019 года. В 2019 году родилось 675 новорожденных. Из них более 80% семей воспользовались данными мерами соцподдержки. А какие эти поддержки, в чем? Значит, это единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 130... Ой, все, простите, пожалуйста. При рождении первого ребенка в размере 35 320 рублей в 2020 году. При рождении второго ребенка предусмотрен региональный материнский капитал. Он будет дополнением как раз семье, да, к федеральному. Размер его составляет на сегодняшний день 139 985 рублей. И при рождении третьего ребенка для семьи предусмотрена ежемесячная денежная выплата до 3 лет в размере 17 660 рублей. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, условия, при каких условиях можно получить это? Так, ну... Единым условием для получения дополнительных мер соцподдержки является постоянная регистрация в республике в течение 3 лет данной семьи. На первого и второго ребенка это единственное условие. А на третьего ребенка среднедушевой доход семьи не должен превышать среднедушевой денежный доход населения в Республике Саха-Якутия. Поясняю, то есть на одного члена семьи доход не должен превышать 42 119 рублей. Вот единственное условие, в общем-то. Ну, Наталья Владимировна, а есть уже какая-то статистика по Новому году? Да, в этом году уже сколько у нас родилось, и кто нам есть уже заявки на... Да, конечно, я сейчас цифры точно вам не скажу, но ориентировочно, ну, практически, наверное, на тех же этапах мы и остаемся. То есть где-то 70-80% из новорожденных в 2020 году уже пришли к нам и оформили данные выплаты. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ну, добавим, что прежде всего это направлено на повышение демографии, в том числе и в нашей республике, ну и в нашем городе. А у меня все. Сергей? Сергей, спасибо. Действительно, материнский капитал должен повлиять на демографию нашей страны и, в частности, Южной Якутии. Я напомню, это Сергей Козюра был с нами на прямой связи, и он рассказал о реализации программы материнского капитала в городе Нерюнгри.